конце недели произошло историческое событие. Губернатор Одесской области Игорь Петрович Палица наконец-то встретился с общественностью, так сказать, с ломами, что в переводе с языка политтехнологов расшифровывается так: лидерами общественного мнения. К чему это надо было Игорю Петровичу и примкнувшему Геннадию Леонидовичу Труханову, остается загадкой. Услышать в очередной раз угрозу о готовности взять в свои руки областную и городскую власть со стороны активистов? Выслушать обвинения в нежелании отдалить от себя не прошедших люстрацию чиновников типа госпожи Чагадарь? В таком случае не вижу необходимости в организации такого действия, ибо для этого существуют средства массовой информации и социальные сети в интернете. Подчеркну, где присутствует и мэр, и губернатор. Уничижительные оценки в адрес первых лиц города и области там присутствуют и публикуются чуть ли не по нескольку десятков раз на день. Хотите испортить себе настроение? Садитесь и читайте. 3 с лишним часа говорильни смотреть было утомительно. Интерес лишь заключался в отдельных откровениях Палицы. Мол, проколы с уборкой снега были. Будем работать над ошибками. В пик стихии находился в областной столице, а уже потом отбыл в отпуск к семье. По разрешению, между прочим, самого президента. Задавались вопросы, которые на многолюдном собрании не решить. И тогда губернатор предлагал встретиться отдельно. Вот здесь, на этом месте, позволю себе отступление. Несколько наиболее раскрученных общественных организаций отказались от предложенного губернатором формата общения, ибо, по их мнению, нужен диалог между активистами и властью с участием экспертов. Тут самый главный вопрос: с чьей стороны будут сидеть эксперты? Если работники областной государственной администрации в лице руководителей профильных департаментов, то толку от такого диалога никакого. Упомянутые клерки продолжат гнуть линию своего начальника и на каждую бумажку активистов принесут тома собственных докладных записок и проектов. Если же все-таки диалог начнут вести между собой официальные и независимые специалисты, то, разумеется, такая дискуссия может привести не только к появлению внятных альтернативных решений, но и поможет расширить кадровую скамейку запасных, как в мэрии, так и в областной государственной администрации. Увы, но пока город наблюдает сплошные протестные марши общественников, требующих что-то закрыть, кого-то уволить или даже посадить. А вот альтернативных проектов мы до сих пор не видели, не слышали о них и не читали. Судя по всему, именно по этой причине Игорь Петрович Палица справедливо решил: если накопился пар, как в котле паровоза, его стоит выпустить в гудок, и собрал всех под крышей своего офиса. Покричали и разошлись. И власти хорошо, и общественность успокоилась.